Испытано на себе. Прошлый год по понятным уже многим обстоятельствам внес свои корректировки в формат отпусков, и многие были вынуждены остаться на местах. И тут, как говорится, нет худа без добра. Именно эта ситуация и послужила очередным новым толчком в развитии внутреннего туризма. Проштудировав интернет-сети, я нашел компанию, которая у нас здесь в Нерюнгри предоставляет услуги по активному отдыху. Дикий кемпинг. Согласитесь, название интригующее. Ну что, отправляемся в путь и попробуем испытать на себе, что же такое дикий кемпинг и активный отдых по-нерюнгрински. Встречает меня Тимур. Приветствую. Приветствую. Что, готово? Едем? Да, поехали. Так, сейчас примешь у меня этот рюкзачок. Опа. Так, раз. Много всего. Да. Ну, честно признаться, друзья, я напросился специально пораньше с ребятами, чтобы посмотреть, как идет подготовка. И, в принципе, вот меня встретил и забрал Тимур, который является шеф-поваром проекта «Дикий кемпинг». Как давно, Тимур, ты уже в этом проекте? С самого начала. Прошлого года. Ну, как ты считаешь, развитие идет? Потихоньку, но идет. Ну, так как Тимур шеф-повар проекта, кухню мы оглашать не будем. А так как у нас город сравнительно небольшой, Нерюнгри, да, и мы все здесь живущие, кто занимается именно спортивным туризмом и активным отдыхом, мы, по сути, все друг друга знаем. Поэтому с Тимуром мы уже встречались неоднократно, и его кухню я пробовал, и уже в предвкушении. У нас весь месяц стояли морозы, там до полтинника доходил. Ну, на речке-то точно полтинник, да? Вот в это суровое время, да, были заказы на туры? Да, были, ездили, было минус 54 прямо вот на реке. В палатке комфортно, люди с детьми ездили, с Красноярска гости приезжали. Как бы все в восторге, ну прям реально в тепло, раздевались, снимали верхнюю одежду. Поэтому бояться тут нечего, не холодно. В палатке очень довольно комфортно и тепло, поэтому... Ну, то есть такой сам формат по себе, он интересен даже для горожан, да? Да. Причем еще хотел заметить, да, что мы едем не на каком-нибудь там специально подготовленном мотовездеходе, да, а обычная японская иномарка, машина. Передний привод. Да, передний привод. Передний привод. Едем. Все укатано, поэтому вот этот вот немаловажный фактор и момент — это шаговая доступность. Об этом еще поговорим. Ну, немножко о погоде. Да. Сегодня за бортом у нас с утра минус 25, но есть небольшой, но порывистый ветер. Но, как говорит Тимур, будет тепло и жарко. на месте, где стоят палатки, ветра нету. Там вроде как скалки закрывают. Ну, едем, пока едем, смотрим. Вспоминаю наш с тобой последний поход, да, ну, в смысле, крайний тот. И я вспоминаю эту кухню, да, съемки, там такие изыски, как реально как будто в ресторане. Вот скажи мне, Тимур, пожалуйста, ну, и это, если не секрет, да, в плане бизнеса, да, коммерчески это стало выгодно или пока что еще по нулям? Ну, пока по нулям больше, скажем так, как бы работаем на перспективу, поэтому, скажем так, нарабатываем, да, клиентскую базу, поэтому пока как бы за выручкой, за большой там, за прибылью не гонимся, поэтому, потому что это новый как бы, проект для города, мне кажется, для республики, поэтому говорить о каких-то прибылях пока рано. Вот, собственно, друзья, мы добрались до реки Чульман. Минут 20, и мы на месте.
Приехали одни из первых. Сейчас будем печку топить, готовить. Полянку. А вот она и избушечка. Ой, палаточка. О-о-о-о! Ну что, welcome на дикий кемпинг. Вот такая вот палаточка приготовили ребята. Ну и пришло время познакомиться с одним из идейных вдохновителей и организаторов. Валера, приветствую тебя. Привет, Ну вот, Валера Бадоев, прошу друзья, любить, всем пожалуйста. привет. Сейчас мы здесь организуем быстренько такой наш костер. Это специально здесь место под шеф-повара. Он, короче, здесь постоянно нам готовит на костре. Я так помню, здесь уже все готово, приготовлено, заранее Да, выезжали, мы заранее приезжали, короче, пару дней назад, валежник искали, быстренько напилили, что смогли. Но это для шеф-повара. Все, что нам надо, мы сейчас поедем на снегоходе, валежник найдем, который нужно. Почему? Потому что сухостой, ну, пилить нельзя, на деляну ехать далеко. Вот то, что лежит, мы сейчас быстро напилим и начнем топить палатку. Сейчас мы ее провьем, все обстучим. Там специально сделали вот так. Да, видно, не будет видно. Короче, выставили, чтобы у нас не было этого. Не проседало, да? Да. Специально сделали два стола из палетов. Две лавки нормальные. Слушай, ну просторно, классно. Культурненько все будет. Сейчас свет проведем, все будет круто. Да, вот, друзья, смотрите, уже свет провели. Я напомню, что я специально напросился с ребятами прям с самого начала, на момент, чтобы попасть на момент подготовки. Вот, палатка просторная. Тимур уже топит печку. Так что... Ну что, друзья, печки уже натоплены. Тимур уже закинул мясо. Говорит, у нас сегодня будет лагман. Сейчас готовится обеденная зона, стол. Вот здесь чуть-чуть подлиннее чем-то. Ну мы вот сейчас поставим вот те две чурки, поставим скажи, доски вот эти вот сюда длинные. А вот сюда по сторонам вот эти поставим. Тут еще лавка есть же. На эту сторону Но лавка. мы же еще лавки делали, вот эти вот две лавочки. Так я же тебе говорю, вот их вот на эти стороны. А вот на чурках поставим сейчас вот сюда Нет, длинную. ну, вот мы же как вот так сидели. Ну так, можем так. Один длинный. Ты имеешь в виду? Да так как это компанейский. Вот так? Конечно. А вон там пакеты там черные. Директор у банка зашел, говорю, давай видеокамеру посмотрим. Посмотрели, как... Его отобразиться от рук, верни по-хорошему. Отблагодарю. Не знаю, как везде, но у нас в Нейрингре такой негласный закон: в тайгу просто так пустым не пойдешь. Поэтому от программы испытано на себе для дикого кемпинга. Долго думал, что же взять с собой, да, чтобы не удивить, или чтобы сделать как-то приятный сюрприз такой. Поэтому мы взяли с собой караоке. И теперь добро пожаловать на дикий кемпинг! Далеко на севере жили-были. Ну а теперь, друзья, пришло время развлечений. Оп. Все нормально? Все лучше всех. Конечно! Вы знаете, друзья, вот в душе мы все дети, да? В душе мы все дети. И вот
Чем старше мужчина, тем просто тупо песочница серьезней, да? Жесть, это мне стоило просто наклониться чуть-чуть к пене. А я вообще даже не понял, потому что я просто закрыл всю. А как ты, говорит, не переворачиваешься? И только он говорит, и я взлетаю на 1,5 метра. Вот это было весело. Это круто. Может, все-таки на диван, сериал? Да не, вообще лучше здесь, Всё потому понял, да? Всё Не, ну передумал. на самом деле, смотри, я вот хотел все это увидеть. Ну тут невозможно это увидеть, ты просто это можешь только почувствовать. Потому что снег тебе в глаза, все он застилает. И вот закрываешься видимость полностью. ноль, Вот так вот, да? И потом в какой-то момент ты чувствуешь воздух, невесомость. Итак, благодаря каналу Якутия-24 при поддержке нашего друга, который снимает сегодня этот сюжет, Это он, наверное, про меня, наверное. конечно, Сергей Козюра, который может сделать правильно и внести креатив в любую среду, в любое направление. В тайге причем, да? В любых условиях, заметьте, у нас просто колонка и микрофон, и мы это можем. Поэтому я предлагаю сейчас быстренько очень напасть на этот вкусный шашлык и съесть его, пока он горячий. Одна! Ты почему? Где твой медведь? Вечер близится к закату. Все было хорошо, день был насыщенный. Вообще все было очень вкусно, все было весело. Но теперь мы будем отбиваться и пробовать переночевать за палаткой. Минус 25. Ветер вроде стих. Но испытаем спальник, который мне подарили. На минус 15, правда, он рассчитан. Но я в термобелье, флиске, и еще на всякий случай одел безрукавку. Так что попробуем. Ну, в общем, день был хороший. И сейчас всем спокойной ночи. Увидимся утром. Надеюсь, я не замерзну. Испытано на себе. Доброе утро. Ну, что хочется сказать? То, что в спальнике рассчитано на минус 15, в минус 30 спать прохладно. Пока печка работала, пока печка топилась, было комфортно вполне, но под утро все-таки стало немножко прохладно. Но не критично. Утро начинается, утро начинается. Ну, в принципе, скажу так, ночь более-менее комфортная. Но мне хотелось еще испытать свой спальник новый. Я на нем еще зимой не выезжал. Написано было минус 15. Ну, в принципе, нормально, комфортно. Единственное, что под утро, когда печка уже стыла, я подмерз, конечно. Но в целом день был замечательный. Так что сейчас давайте немного пройдемся по месте дислокации лагеря Дикий кемпинг. Это берег
реки Чульман. И причем, что немаловажно, да, помимо того, что он шаговая доступность, сюда очень легко добраться, в принципе, без всяких усилий. То есть ребята еще выбрали такое место, в котором, по сути, не бывает ветров. Если даже смотрим по прогнозу, то есть в городе задувает немножко, ветра началась, потому что февраль, у нас всегда ветра, то здесь именно такое место выбрали, более-менее спокойное, можно наслаждаться природой. Вот. Что касается непосредственно самого кемпинга, то в этом случае это стационар, палатка, армейская палатка 20-местная. Ну, изначально, когда ребята это место обустраивали, почему был выбор именно этой палатки? Потому что они внедряли момент дневного тура, то есть без ночевки. То есть там внутри очень много места, музыка, свет, кухня. Ну, такой вот дневной пикничок, который, в принципе, оправдал себя и в новогодние праздники, и даже в минус 50 ребята здесь проводили очень плодотворное время. Ну, а что касается туры, скажем так, с ночевкой, то есть еще один комплект у ребят, скажем, такой выездной, который не привязан. Если данное место ребята выбрали и стационарно поставили палатку, то есть еще момент такой услуги, что, в принципе, заказчик может выбрать место, и в любое место ребята выезжают, ставят палатки. Там у них палатки гексоген. Мы как-то уже, был момент, мы пересекались на одном из мероприятий, я эти палатки видел, снимал даже, вот сейчас, надеюсь, покажу вам. То есть палатки гексоген, печки, все такое компактное, мобильное. И поэтому ребята решили так, что на любой вкус заказчика выбирает место, пальцем тыкает на карту Южной Якутии. Ну, лишь бы в пределах разумного, я имею в виду с точки зрения локации или трансфера, скорее, даже так скажем. Вот, так что, в принципе, развивается. Всех организаторов я знаю лично. Опять же, мы очень много и по туризму, у нас были некие коллаборации по мероприятиям. Поэтому могу пожелать им только развития. Я вижу, что ребята стремятся, развиваются. И это хорошо, и это радует. И хотя я знаю, что сейчас пока что ни на какие прибыли, ни в какие плюсы они не идут, но тем не менее от этого не унывают, и энтузиазм их не кончается. Парни двигаются, понимают, что надо развивать. Ну и в принципе, вы знаете, сейчас уже, особенно по тематике прошлого года, наконец-таки как правительство нашей республики начало очень много уделять внимания вот именно развитию местного туризма. И поэтому отсюда очень много есть разных субсидий, дотаций. То есть поэтому пожелаю ребятам, даже предложу, чтобы писали, составляли документы. И такие начинания нужно поддерживать. Реально это интересно. Особенно тем, кто приезжает сюда вахтовым методом работать, да, чтобы познали этот край, чтобы более-менее бережно начали к нему относиться, а не так, как временное. Потому что здесь есть люди, которые здесь родились и живут постоянно. Так, ну что, пойдемте подкинем дров в печку и продолжим. Испытано на себе. Никакой более-менее уважающий себя рыбак никогда не выдаст хорошие поклевные места. Но зимой их можно вычислить совершенно по-другому. Потому что если лунка прям хорошая такая, поклевная, то всегда оставляет в ней такое вот бревнышко. Вот, если в ней оставили, значит тут что-то ловили. Будем буриться. Воскресный денек. Что-то мне кажется, бур скорее под лишу сделал. Не в ту сторону, как куда-нибудь крутило. Мне неудобно. Ну вот, друзья, уже минут 20 я пытаюсь забуриться. Тяжело, конечно, но... И все больше и больше меня одолевают сомнения, что я добурюсь до воды.
потому что, опять же, морозы были. Кажется, тут толщина льда, ну, 1,5 метра, наверное, точно. Фух. Ну вот, друзья, на глубину бура я забурился. И там он какой-то уже вроде мягкого, рыхлого льда, даже больше похоже на кристаллизующий снег. Туда выходит, это, по всей видимости, может быть прослойка. Дальше еще один слой. Поэтому бурить дальше здесь не представляется возможным. Не получилось, неправильно выбрал место. Ну, сейчас давайте проедем еще по речке, рядышком посмотрим, поищем другое место. А здесь, ну, зато размялись. Да. Ну что, якобы мы забурились до воды. Бурлит, кипит. Рыба есть там где-нибудь? Ну что ж, будем пробовать. Фу. Конечно, настоящие рыбаки, любители зимней рыбалки, сейчас обсмеют меня, да? Ни палаточки, ни стульчика. А мы так хотим быстро, зато мобильно и быстро посмотрим. Здесь не понравится, дальше пойдем. Ну что, это нужно сколько терпения, да? И какие крепкие нервы, чтобы сидеть. И как знать, есть там рыба или нет. Можно же весь день просидеть вот так. Да. Сейчас, конечно, в век современных технологий есть камеры, как скажем, вот, к примеру, GoPro, которые подключаются к мобильному девайсу. Опускаешь эту камеру и по телефону, на телефоне смотришь, есть там рыба или нет рыбы. Но это уже нечестно, да? Мы за честную рыбалку. Да, ну, посидим, сколько высидим, а потом дальше пойдем. Якобы вот такой есть улов. Какой-то бычок. Ну что, друзья, у нас второй день, уже время близится к обеду, и на обед мы решили все-таки сварить шурпу. Мясо какое у нас? Чего там? Баранина, говядина. Барашка, говядина. Вот вы представляете, какой будет наваристый бульон? Испытано на себе. Это был дикий кемпинг. И вы должны знать, что есть компания, которая готова вывести вас на природу. Пусть это будет однодневный тур с великолепной кухней, с катанием на снегоходе, ватрушках, ну и так далее. Или многодневный, с выбором места и приоритетов отдыха. Может, это будет рыбалка или еще что. И коль уж этот выпуск у нас посвящен местному туризму и активному отдыху, и мы заговорили о многодневных турах, то прямо сейчас давайте отправимся в еще одно путешествие по Южной Якутии. Скажем так, на перспективу. Добавим немного этнотуризма. Погнали! Около 300 километров на снегоходах по труднодоступным местам. Пройдя наледи, затяжные подъемы перевалов, забраться на самую высокую точку кряжа Зверева, порыбачить в верховьях реки Алдан. Я приглашаю вас пройти кочевыми тропами оленеводов, прокладывая, быть может, новый туристический маршрут.
Мы отправляемся в очередное приключение в переходный период от зимы к весне. В общем, этим самым мы, наверное, закрываем зимний сезон, снегоходный. Вот у нас такая снегоходная экспедиция. Поедем к верховью Алдана. Попытаемся штурмануть кряж Зверева, самую высокую точку Южной Якутии. Наконец-таки мы дождались, все, едем. Это будет обеденный стол, да? 2 стола. Восемь человек, 6 снегоходов и 4 дня приключений вдали от цивилизации. Стартовав от села Иенгра в сторону верховья реки Алдан к подножию кряжа Зверева, нам необходимо преодолеть 100 километров и у устья реки Буршуй разбить базовый лагерь. Маршрут пролегает по тропе кочевых ивенков, то взбираясь на перевал, то преодолевая наледи. После первых 5 километров техника дала сбой. Надо зафиксировать сам подшипник. То есть, чтобы его зафиксировать, Сейчас у меня шайбу там и, да, вот надо вот эту шайбу сначала все понял. поставить ее, чтобы Все понял. придавить обод туда же. Я тебя понял, да. Сейчас еще шайбу сверху кидаем, когда будем крутить, Тут он будет смотрите, середину может она задать. уже не нужна, потому что Техника в туре была представлена 2 классами. 4 утилитарных снегохода, настоящие трудяги, тягачи, и 2 горных снегохода, племенные рысаки, не боящиеся глубокого снега. На одном из утилитов развалился подшипник заднего ролика, и мы чуть было не прилипли. Но нужная деталь оказалась в запасе у Виталия. Так что нам удалось починиться, хоть мы и выбились из графика. Двигаемся, друзья, починились. Вроде тьфу-тьфу-тьфу, нормально. Готов, пока едем. Конечно, по времени очень сильно опаздываем. Но ничего, зато полны оптимизма. Друзья, уже начинается снег. Хороший такой прям. Ох, это радует, несомненно. Делаем остановку на Шаман-горе. Почитаемое место, упоминание о котором есть в ивенкийской легенде. Гласит она о том, что жила когда-то в этих краях девушка неписанной красоты, дочь шамана, из-за которой начались распри среди молодых ивенков. И дабы предотвратить междоусобицы, от злости шаман превратил свою дочь в гору, которую нарекли спящей красавицей. А сам с горя обратился в перевал, который с тех давних пор зовется Шаман-горой. Мы добрались до знакового места, почитаемого местными ивенками. Это так называемая Шаман-гора. Здесь обязательно нужно что-нибудь оставить в знак благодарности. Ну и повязать ленточку. Путь наш продолжается. Отставание от графика уже просто катастрофическое. Из-за времени, потраченного на ремонт техники, мы сильно отстали от графика, и преодолеть расстояние до базового лагеря по светлу уже не получалось. Тогда мы решили остановиться на ночлег и только собрались ставить палатки, как к нам подошел оленевод Гриша и предложил разместиться в домике, находившемся в 3 километрах от Путика. Вот, ребята, благодаря нашему кинематографу, да, люди уже в тайге узнают. Мы встретили нашего летнего знакомого Григорий.
На утро мы преодолели оставшееся расстояние без каких-либо сложностей и к обеду уже начали разбивать лагерь. Разбиваем лагерь. Ребят чистят снег, место под палатку. Можно сказать, что нам несказанно повезло. Мы вышли на стойбище. Оно, по всей видимости, летнее. Здесь сейчас никого нету. Поэтому мы решили, что на нас не обидится, если мы здесь разобьем лагерь. Вы знаете, что фильм «Шепот Алдана» занял первое место на фестивале Гранд ДВ 16 февраля. Прям все здорово. Ну, наконец пришли призы. Часть призов мы уже освоили, но самый главный приз я оставил на потом. И хочу вот в этом походе вручить нашему Сереге медаль за первое место в номинации «Полнометражный документальный фильм». Слушай, медалька такая в этот раз, такая прям медалька, да? Молодца! Сереж, так держать! Далее предстояло изучение этих мест. Разделившись на две группы, мы отправились познавать этот удивительный уголок Южной Якутии. В этот день мы впервые забрались на кряж Зверева зимой на снегоходе. Это одна из высоких точек Нерюнгринского района, высотой 2007 метров над уровнем моря. Еще одному желанию было суждено сбыться. Глядя на карту, периодически как бы у меня внутри желание забраться или рядом хотя бы постоять с высокой точкой нашего кряжа Зверева. И когда мне представилась такая возможность, благодаря ребятам, то есть они задумали вот этот маршрут, но я просто не мог отказаться от такой возможности, чтобы побывать на кряже Зверева. И сегодня это случилось, я там был. После штурма кряжа мы отправились вниз по реке Алдан к нашей второй группе, которая расположилась у устья Большой Кабахты на зимнюю рыбалку. Здесь к нам присоединился Николай, оленевод из МУП «Золотинка», и поведал истории о волках, снегах и о жизни таежной. Вот сейчас кочевать будем, скоро вот уже, через неделю, наверное, может через 2. Да, мы чисто-то и не рыбачим, для себя поймаем. Нам-то много чего надо, что поймаешь на жареху, хватит. Каждый преследовал свои цели, то есть там ребята пытались там на пик залезть, кто там просто отдохнуть. А я вот решил порыбачить. Да, вот есть результат, то есть как бы моя цель достигнута. В принципе, я приехал в новое место, мне довольно-таки понравилось здесь, довольно-таки интересно и
перспективное место вот так вот. 4 дня пролетели как один миг. Ведь не зря говорят, что здесь, на лоне природы, время течет по-особенному. Участники снегоходного тура посетили стойбище оленеводов, где познакомились с их бытом и еще раз убедились в гостеприимстве ивенков. Тяжело в тайге? А что делаешь? Привыкли уже? С рождения, да? С Да. детства? Родители тоже в тайге. То есть, получается, потомственные оленеводы, да? Посетив знаковые и почитаемые места с чувством приятной усталости, впечатленные проделанным и увиденным, мы двинулись в обратный путь. Встретили нескольких ивенков. С двумя из этих людей мы встречались летом во время похода. Очень здорово, что нас узнают. Очень рады нас видеть. Вот сейчас на стойбище знакомимся с их культурой. Ну, в команде у ребят у всех были свои цели, но вчера, подводя итоги нашего, так сказать, похода, я так понял, что все достигли своих целей. Проанализировав пройденный путь, все участники экспедиции согласились с тем, что такой маршрут, несомненно, станет интересным и весьма перспективным для зимнего туризма. Ведь, как говорится, это испытано на себе. Дорога домой всегда легче и приятнее. Ну, программу минимум, как минимум, выполнили. Максимум, к сожалению, не получилось, но, скажем, где-то на твердую 4 экспедиция состоялась. Мы поднялись на кряж, мы спустились к Алдану, удалось и порыбачить, и штурмануть, в общем, и с ивенками пообщаться. В общем, ну и, в принципе, снять природу и показать вам самобытность и культуру этого народа, этих мест красивейших, потому что не у всех есть возможность сюда попасть. Поэтому мы как бы и старались дать вам эту картинку. Испытано на себе.